миллионов лет назад, в юрский период Мезозойской эры. Это самый древний потухший вулкан на юго-восточном побережье, да и на всем, наверное, европейском континенте. Ну а пока мы с вами пересекаем Коктебельский залив, я вам расскажу, что можно увидеть отсюда. Начинается Коктебельский залив слева по ходу катера. Выступающее море мыса под названием Топрак-Кая, в переводе с тюркского как глиняная скала. Второе название этого мыса – это мыс Хамелеон. Своими очертаниями он похож на рептилию хамелеон, и благодаря глиняным сланцам под определенными лучами солнца он меняет свой оттенок. А что еще больше придает ему сходство с одноименной рептилией? Мыс Хамелеон является северной конечностью Коктебельского залива. А за мысом Хамелеон находится бухта Тихая, или старое название бухта Янишат. Так вот, в этой бухте снимались художественные фильмы, такие как «Человек с бульвара», «Капуцина», «Бриллиантовая рука», «Пираты 20 века», «Девятая рота» и так далее. Правее Тихой бухты открывается поселок Орджоникидзе. Он раньше носил свое название поселок Бубновка в честь вице-адмирала Бубнова, а также там находится военный завод «Гидроприбор». И самый последний выступающий в море мыс, который носит название Кей-Ик-Атлама. Дословный перевод как «выступающий» или «выпрыгивающий вперед», прыжок в дикой лани. За Атломой находится двухъякорная бухта, за ней мыс Ильи, и за мысом Ильи уже Феодосийский залив. В этих бухтах ранее, после обильных штормов, можно было найти минерал вулканического происхождения, полудрагоценный камень, сирдолит, агат, кардакская яшма, топаз, толстозон и так далее. Справа большой. И вот здесь из-за его берегового рисунка, то есть выступ, грот, снова выступ, опять грот и снова выступ, во время сильного шторма образовывался водоворот, и проходящие корабли, ранее небольшие весельные, попадавшие сюда, их разбивало в скалы, и они погибали около этого водоворота. Уже далеко. Дальше нет. Вон, коготь сатаны отсюда хорошо виден на фоне облаков. Далее.